Творческие коллективы Государственного концертного зала «Башкортостан» готовят большую программу к 40-летию учреждения. Одним из направлений этой работы стал круглый стол с ветеранами Дворца культуры «Нефтяник», прошедший в концертном зале. Во встрече участвовали ветераны Лалаев Анатолий Александрович, Пудовина Анастасия Ивановна, Ахметова Алла Михайловна и Овчинникова Анна Ивановна. Гости с удовольствием делились своими воспоминаниями, обменялись идеями по организации совместной работы над книгой. Назвали много фамилий, олицетворяющих историю нефтяника. Это тоже было как будто бы вчера. Да даже наш Оскар Абдразаков, он на третьем этаже пел тогда, я его пригласила на какое-то мероприятие, он тогда был юный мальчик, а сейчас это Оскар Абдразаков. Анатолий Александрович сообщил о наличии у него большого фотоархива с 80-х по 2000-е годы, в том числе и на 16-миллиметровой кинопленке. И этот дворец я снимал еще когда работал в нормативной исследовательской станции НИС Башнефть. Когда он только строился еще. Почему это надо было? Потому что также Евгений Васильевич Столяров, генеральный директор Башнефти, герой соцтруда, он этот дворец выбил буквально, чтобы разрешили его строить, потому что все дворцы в то время уже были запрещены, постройки ведомственные имеются в виду, вот такие вот. Это назывался Дом техники изначально. И для того, чтобы отчитываться, что построено, как освоены деньги, нужно было примерно раз в квартал фотографировать здание, которое процесс каждый квартал приходил, здесь снимал, фотографировал. Ну и как здесь проводились субботники с сотрудниками Башнефти. Анастасия Ивановна принесла свои книги, а также назвала литературные источники с упоминанием о работе Дворца культуры «Нефтяник». Что написано пером, не вырубишь топором. И вот здесь вот все это было прописано, понимаете? То есть нужно работать на основании документа. Вот Алла Михайловна знает, что я в архив, тогда еще на Советской площади, Башнефти ходил, там у них был в подвале огроменный архив. И я нашла первые приказы, которые были про дворец. По мнению участников встречи, сегодня был заложен первый кирпичик и растворчик для строительства будущей обширной программы юбилейных мероприятий.